Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся на Эжинских дачах, и за моей спиной свежепостроенный дом размерами 6 на 6, дом двухэтажный, с большой просторной террасой. Давайте посмотрим планировку этого дома и, конечно же, посмотрим его красоту. И вот мы уже на просторной террасе. Терраса действительно большая. Можно кайфовать здесь, любоваться уже красотой своего сада. Шикарно. Очень много места, реально много места. И вот мы проходим в дом. Здесь идет сначала тамбурная зона. Раздеваемся. Здесь лестничная площадка на второй этаж. Здесь у нас перегородка каркасная и санузел. А здесь просторная кухня-гостиная. Красивая кухня, красивая гостиная. Слово «красота» здесь уместно. Посмотрите на стены в доме. Пиломатериал первого-второго сорта, красивый, свежий брус. Вообще на стены в целом посмотрите, очень красивые. Мы строгали, брали обычный пиломатериал и делали его острожков. Красота. Конструкции в целом все очень надежные. Можно увидеть, что здесь хороший свайный видовой фундамент, мощные две обвязки, мощные половые и потолочные у нас балки надежные. Все очень хорошо, надежно. Если посмотрим сейчас второй этаж, у нас лестничная площадка. Вот здесь планирую, будет небольшой холл и две уютных спальни. То есть, реально классно. Дом очень такой, с одной стороны, компактный, подходит для небольших участков. Он 6 на 6, небольшой, с выносом террасы, но тем не менее, замечу, тамбур, санузел, лестничная площадка, кухня-гостиная, две спальни, небольшая гардеробная. Здесь все есть для даже полноценного комфортного проживания, что важно отметить. Классно. И также отмечу и надежность данных балок. То есть, допустим, две спальни, две детские комнаты по второму этажу, если дети будут вовсю бегать и скакать, они надежные, балки очень надежные на прогиб. Плюс можно сделать шумоизоляцию здесь в 20 сантиметров. То есть на первом этаже будет комфортно взрослым отдыхать. Хочется тишины, вот честно. Суета вся на втором, допустим, этаже. А здесь тишина и спокойствие. И гармония. Что важно. Для надежности еще конструкции сделали окосячку оконных конструкций. Вот эти короба по окнам и дверям, чтобы защитить окна и двери от нагрузок. Если вдруг будет усадка чрезмерная, будет давление на окна и двери. Это будет защищать, чтобы двери нормально открывались, и если это окна, то стеклопакет не треснул. И по крыше хочу тоже отметить, сейчас в моде, например, цвет графит часто используют, металл, покрытие кровли, или же наоборот цвет шоколад, очень популярный. Это больше не модный нынче стиль, но это стандартный, классический, благородный цвет богатства, цвет шоколада. Это всегда так было. То есть, не знаю, уже более 10 лет занимаюсь строительством, что тогда 10 лет это, красив сам по себе был цвет, что сейчас его выбирают, очень красиво выглядит, стильно, особенно когда еще окна делают в шоколадный цвет. Облицовку окон, вот эти откосы по внешней стороне тоже шоколадного цвета, чтобы расширить оконные, внешне расширить оконные окна, оконные проемы. Смотрится дом очень гармонично, красиво и дорого. То есть и также этот цвет, все-таки природный. Мы находимся на природе, и здесь основные цвета, если сейчас брать, это вот цвета, это не желтые, это янтарь, да, зеленые цвета и коричневые цвета. Это природные цвета. То есть такая природная цветовая гамма, которая гармонирует. Все цвета теплые, и цвета теплые, они гармонируют друг с другом. Тоже хочу это отметить. И с другой стороны вот эта терраса. Сегодня она просто открытого типа. Завтра поставили стойки, сделали навес, застеклили, и вот еще несколько комнат можно сделать. И тамбур выдвинуть туда, а сделать здесь еще какое-то помещение хозяйственное, что-то под одежду или шкафы. То есть
всегда можно расширяться. Это тоже отличие частного дома от квартиры, но всегда есть возможность сделать достроек, пристройки, то есть расширились, увеличение у вас произошло членов семьи, до вырос дом, да. И также отмечу еще вопрос лестничной площадки, потому что многие строят дома и не думают там особо, как они будут подниматься, правильно? Или делают такие проемы, что под них потом приходится подстраиваться. Но как сделать так, чтобы были варианты, чтобы была возможность сделать любую лестницу, даже передумать и потом сделать другую, и она тоже подойдет. Обратите внимание на крепежные элементы, что с этой стороны, что с той одинаково. То есть вот несущая конструкция, балка, смотрите, она утолщенная, она мощная. С другой стороны то же самое. И идут вот такие вот половые балки на таких П-образках. Съемное крепление я могу открутить, передвинуть, закрутить. То есть у меня есть возможность сделать нужный марш или шаг лестницы, уже подстроиться. Я, если нужно, расширю, то есть уменьшу. То есть у меня есть варианты игры изменений этого проема. Об этом люди не думают. А потом думают, как вот в этот лючок сделать лестницу, вот такую вертикальную, и как-то там лазить. Это неудобно. То есть желательно, чтобы она как-то, в идеале двухмаршевая, конечно, но надо подстраиваться под возможности, но тем не менее надо учитывать, делать максимальное удобство. Понимаю, что после нас или с нашими силами мы делаем отделку, то есть будет уже высота и съедание пространства, да, то есть надо подстраиваться. Я пытаюсь сейчас рассказать и учесть то, что будет в дальнейшем. Вот посмотрите. Лестничный шаг и вообще конструкция лестницы зависит от высоты, да, и от площади помещения под лестничную площадку. То есть надо учитывать ее высоту. Если вдруг отделочник это изменяет, то специалист под лестницам, он приходит такой, блин, мне приходится подстраиваться теперь под то, что вы тут напридумывали. А если отделочник закрыл уже все и оставил только лючок, лестничник приходит, говорит, ну а как я сейчас сделаю-то? То есть надо, честно говоря, еще на стадии черновой отделки уже согласовывать со специалистом по лестницам, какая будет лестница. То есть, чтобы специалист, хорошо, что в нашем случае у нас есть партнеры, и мы вот так работаем в паре. То есть мы согласовываем. То есть и лестница, и отделка мы вместе продумываем, чтобы это было комфортно. И кроме того, мы все равно закладываем удобные балки для их изменений. То есть так мало кто делает, мы делаем. Если вдруг не подойдет проем, сами пришли, сдвинули, или специалист по лестнице легко это может сделать любой уже человек. Это просто, посмотрите, что. Раскрутили, передвинули, закрутили. Простота. Но, тем не менее, очень сильно облегчает жизнь и удобство проживания. Вот так. Важно ведь не только, да, чтобы дом был красивым. Вот вы издалека ходите, вот здесь местные жители вот проходили и вот так любовались домом. Вот сейчас 2 девушки проходила. Смотрят, какой красивый дом. И прошли. Да, он красивый. Издали любой дом будет красивый. Важно то качество, те конструкции еще, которые заложены. Понимаете? То есть хороший фундамент, хорошие обвязки, хорошие половые потолочные балки. То есть еще что очень важно, продуманная планировка. Тоже очень важно. Учтены все тонкости. Не нарушена геометрия в доме. В дальнейшем вам надо мебель поставить, а стены все кривые, заваленные вот так вот. То есть как мне шкаф четко в угол поставить, чтобы там, да, будут зазорчики, но они будут настолько минимальные, они завалены там на 10 сантиметров. То есть вот это все должно быть шикарно сделано на старте, что в дальнейшем уже приходили другие специалисты по отоплению, водоснабжению, канализации, и уже с легкостью это проводили, не приходилось ничего переделывать. То есть вот эта основа дома, ее надо делать классно. От этого всего зависит, потому что к этим стенам, к этим конструкциям потом привязывается все. И инженерные коммуникации, и отделка. Поэтому вот эта основа, этот костяк, это база, она должна быть сделана очень хорошо. Конечно, это при большом желании можно потом закрыть и отделать. Это вы можете даже не увидеть, допустим, под гипсокартон, да? Но это основа, это как скелет человека. Это уже самые надежные конструкции, как основа, должны быть сделаны очень хорошо. И как вы видите, это так. И фундамент, и обвязки, и опять повторюсь, половые. Посмотрите, какие мощные балки. И по второму этажу тоже. И по перекрытию тоже. То есть везде. И стены внутренние. Коля, я перешел такой разговор
качеству, они тоже не уменьшены. Ведь люди в целях уменьшения, удешевления делают сотки, потом эти стены ведет. То есть как наружные стены, так и внутренние, они из хорошего толстого бруса. Причем надо учитывать то, что на них идет опирание балок, скорее всего, и нагрузки второго этажа, что на самом деле и происходит. Вот видно, что пол, все эти балки упираются на эту стену. Как ее можно уменьшать в сечении? То есть все несущие конструкции должны быть жесткими, мощными, надежными. И в данном случае здесь вообще все прекрасно, все идеально и очень. Я рад, что заказчики, когда у нас на консультации прислушиваются и выбирают, говорят, да, мы хотим надежно, без уменьшения, без удешевления, здесь тоже хотим хорошо, здесь тоже хотим хорошо. И по итогу, вы получаете шикарный, классный дом. Это тоже очень важно. То есть, классно, что находим такую синергию, взаимопонимание с клиентами, и мы с ними, и они с нами, и в итоге получаются вот такие красивые дома, за которых не стыдно, честно. Вот на камеру это говорю, что очень красивые и качественные дома. Так что, дорогие друзья, если и вам необходимо построить дом уже вашей мечты, также качественно, ответственно, надежно, милости просим. Компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 8 912 868 47 48. Приходите, с радостью все посчитаем, расскажем, покажем, сделаем вам план, вы уже определитесь с планировкой, сделаем вам предварительные расчеты, вы приценитесь. Все вам предоставим, все, и вы идете спокойно домой уже думать, принимать решения. И будем рады, если вернетесь, выберете нас уже для реализации, для строительства вашего дома мечты. Так что встречаемся на консультации. Пока-пока. Пока.